Как думаете, на какой стадии сейчас находится война в Украине? Некоторые высказывали такую мысль, что там к осени, к концу лета, к осени, а вот уже осень, все идет, в общем, к какому-то мирному регулированию, к заморозке, то есть какой-то поворотный момент должен быть. Ну вот осень наступила, почти середина, и пока еще ничего нет. Есть четкая установка, насколько я понимаю, что обе стороны истощены. Ну, во всех смыслах. Экономически, в военном плане. И на самом деле они хотели бы выйти из этого конфликта. Но просто они хотели бы выйти, не потеряв лицо, с максимальным как бы результатом. Потому что надо же еще внутреннее население объяснять многие моменты потом. Поэтому нужно как бы, ну, быть, как бы проявить какую-то решительность и получить какие-то результаты. Ну и несмотря на то, что мы, помните, много же говорили о том, что Россия сосредотачивает какую-то большую группировку, что может быть какое-то серьезное летнее наступление, потом осеннее наступление. Оно идет, это наступление, но медленно очень. Мы же видим, что Украина пытается контратаковать, тоже медленно. И видно, что стороны испытывают недостаток в людях, недостаток в средствах. Никто не может переломить ход этой войны на поле боя. Даже если завтра американцы полностью прекратят поставки оружия, ну гипотетически, все равно Украину так просто Россия не сможет, это займет годы. Годы, ну, много лет у России тоже это сложно. Экономика в трудном положении. Украины, естественно, тоже. Европа устала. Поэтому, я думаю, заморозка по корейскому сценарию 53 года — это самый оптимальный вариант. Я думаю, в конечном итоге к этому придут. Хотя мы же видели, что Зеленский утверждает, что никакого корейского варианта не будет. Но когда об этом говорят политики, но это как раз говорит о том, что там где-то в кулуарах об этом и говорят очень активно.